Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре понедельник, 18 сентября. Жители республики продолжают обсуждать темы, которые поступили на прямую линию главе Чувашии. Напомню, в ходе двухчасового общения было прислано более 500 вопросов. Одно из обращений от обманутых дольщиков столичного микрорайона Кувшинка. Люди беспокоятся и спрашивают, когда они справят долгожданное новоселье. Сейчас 8 многоквартирных домов достраивают 5 подрядчиков. Половину объектов осваивает строительная компания «Лидер». 2 дома по улице Гагариной и еще 2 в жилом комплексе Кувшинка. Вопрос, по словам главы, будет решен в ближайшее время. Мы будем делать все, что от нас зависит. Это и правительство Чувашской республики. Мы работаем очень в плотной связке с прокуратурой, МВД. Попытаемся, чтобы суд принял как можно быстрее такие решения, которые нам позволят максимально сократить срок. К сожалению, в суде пока, скажем так, рассмотрение этого вопроса затягивается. Поэтому такие риски у нас есть. Но в первом квартале следующего года мы обязательно этот вопрос решим. Олег Николаев также подчеркнул, что проблемы всех обманутых дольщиков, которых в регионе порядка 2000, будут решены уже в этом году. А теперь к другим темам. Республика подводит итоги летнего туризма. Чаще всего в этом году Чувашию посещали жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы и Нижнего Новгорода. В топе самых привлекательных объектов – дом-музей Николая Лобачевского в Козловке. Следующая по популярности достопримечательность – и Бресенский этнографический музей под открытым небом. Здесь гости республики могут увидеть старинную ветряную мельницу, посетить крестьянскую избу и познакомиться с чувашским бытом. На третьем месте – Макринский мост в Канашском округе. Но в региональном Минэке уже активно работают над созданием новых туристических маршрутов. В выходные состоялся Всероссийский день бега «Кросс-нации». В соревнованиях приняли активное участие люди всех возрастов. Даже самые маленькие жители республики не остались в стороне. Акция проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». День бега является значимым событием для людей, стремящихся к здоровому образу жизни. Собственный «Кросс-нация» в этом году впервые был организован в Чебоксарском детском саду номер 101. В соревнованиях приняли участие не только малыши, но и их родители, а также сотрудники детсада. В этом году мы решили попробовать провести кросс-нации на территории нашего детского сада, чтобы каждый, и воспитанники, и родители, и дети показали свои спортивные достижения и попробовали себя в этом направлении. Я надеюсь, это мероприятие всем очень понравилось, все получили колоссальный заряд энергии и надеемся, что это станет мероприятием доброй традиции в нашем детском саду. Сегодня в Чувашском государственном театре оперы и балета пройдет собрание, посвященное 80-летию Союза театральных деятелей республики. За круглым столом соберутся режиссеры и артисты не только из нашей республики, но и из других регионов. Ярким украшением праздника станет выставочная экспозиция «Театральная панорама Чувашии», где каждая труппа представит свой стенд. Юбилейный вечер продолжит фильм «Пространство. Сцена Чувашии». А затем на сцене театра выступит один из самых лучших вокальных проектов страны «Dream Boys». Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего начала рабочей недели и отличного настроения. Оставайтесь на телеканале «Россия».